Машвоэль, Кайвельга, Аят Машвоэль. Сегодня у нас стрим на русском и чеченских языках. Извиняемся за опоздание. Время 19:23 по европейскому времени, центральноевропейскому времени. 20 часов 23 минуты по городу Джохар, друзья. Сегодня стрим у нас и на русском, и на чеченском. Будете задавать вопросы, будем отвечать. Аят будет отвечать на чеченском, будете задавать на русском, будем отвечать на русском. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Ну и сегодняшний наш стрим, у нас сегодня 142-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства. И сегодняшний стрим называется «Планы Кремля до 2036 года». И вторая будет наша тема из истории ЧРИ в 1996, 1997 и 2007 годы. Аят, сразу вам слово. Ассаламу алейкум, хами махкой. Ваймай бол дахур бухица, выдоштола, халдюсуш, арахдар, дунятахдар, вайцахдар, халхилар дюш. Добрый вечер, дорогие друзья, кто слушает нас и, не знаю, не понимает чеченский язык. Я думаю, что чеченцы это понимают, если есть вопрос, тоже не зададут. На чеченском мы будем отвечать и на чеченском. Значит, ситуация, которая сегодня складывается в мире, она как бы в какой-то степени стабильно такая тревожная ситуация. Здесь есть разные высказывания с разных сторон. Связано это с тем, что Трамп дал 50 дней Путину, России, для того, чтобы он к этому времени решил вопрос о мирных переговорах и сел за стол переговоров то ли самим президентом Зеленским или при участии самого Трампа. Ну и как мы видим, ситуация после этого, как и наблюдают на разных наблюдатели говорят, ничего не меняется, наоборот, все более и более. И это время до сентября 3 или 6 там, сентября, 50 дней будет. Кремль все больше и больше агрессивно себя ведет. Значит, он делает все для того, чтобы, значит, больше и больше нанести поражение Украине, захватить ее территорию. Пытается использовать это время для того, чтобы иметь к концу, скажем, 50-50 дней на переговорах, иметь такие вот самые выгодные позиции и не собирается, собственно говоря, как вот понимают все, кто об этом говорит, не собирается остановить войну. Это связано с тем, что стало известно, что Кремль, значит, там рассматривал вопрос у них по бюджету и планы до 1936 года. И вот военные отношения, военно-промышленный комплекс, который есть, скажем, россияне планируют вложить туда более 1 триллиона долларов. Представляете себе, вот столько они хотят вложить вот в течение, скажем, 10 лет. Более 1 триллиона, это, представляете, каждый год там, значит, такая огромная сумма, они хотят вести войну. То есть они переходят на военные рельсы. Кремль не хочет уходить, Путин не хочет уходить, это понятно. И вот сейчас Трамп и политик, который есть и на Западе есть, этим, значит, вопросом занимается. Европа делает сейчас свои в этом отношении шаги. Нидерланды и другие страны сейчас вкладывают туда деньги, покупают, собственно говоря, в Америке вот эти виды оружия, там самолеты, F-16, эти системы, которые есть и, значит, требуются для защиты Украины, они, которые у них есть, сейчас
просто говорят, вот передают Украине сейчас, расчет на то, что эти деньги они потом будут использовать, чтобы восполнить то, что они передали, восполнить для себя. Свое то, что у них есть. Особенно вот сейчас Нидерланды там выступили, и другие страны, собственно говоря, они почти чуть ли не каждый день выступают и говорят об этих вещах. Ну вот, вот такая вот ситуация. Вот там выступают и разные деятели, и американцы, и сам Трамп, и Путин там, и его помощники тоже вот вокруг все это ведут, но все направлено на то, чтобы как-то, значит, сейчас сделать эскалацию и захватить все больше территории Украины. Но, как мы видим, ничего не получается у русской этой команды российской, которая имперская, которая хочет захватить как можно больше территории и этим, значит, давить на а, Украину и на все остальные западные страны. Ну и в Польше тоже, и в других вот странах везде вот такая ситуация об этом вокруг. Ну, есть такие новости в Польше, там вот, там есть очень какие-то движения против иммигрантов, там выступает сильно, что там, значит, к ним начали засылать разных иммигрантов из Средней Азии или Южной Азии, по-моему, из Пакистана или что, откуда-то. Беларуси там хочет завести большое количество этих пакистанцев. Лукашенко там желает их завести и запланировал. И они потом оттуда, видимо, их в Польшу хотят перенести. То есть таким образом они хотят оказать давление на Запад. А тех там 100 тысяч они человек забирают, допустим, оттуда договорились. И они потом их забирают из семьи. Если 100 тысяч они забирают, у них еще семьи по 10 человек, как обычно. Это где-то миллион человек может быть, так? В общем, вот такая ситуация сегодня складывается. И вот заявление Трампа, который заявил сегодня или вчера, кажется, заявил о том, что он не будет ждать, если увидит, не будет ждать до, скажем, истечения этих 50 дней и ведет санкции против России. Потому что он угрожает вести санкции против России, если он не сядет за стол переговоров. Вот такая ситуация в данный момент по ситуации, которая мы вот по военной ситуации между Россией и остальным, скажем, западным миром. Ну, больше что? Больше то, что завтра будут проходить переговоры в Турции, в Стамбуле, российско-украинские. Там, в принципе, будут переговоры вестись о передаче, обмену пленных. Вот это идет. И передачи там детей, которых они захватили, русские, так, они требуют это, они будут там встречаться. Но такая ситуация, и в связи с тем, что вот они пытаются вот такой бюджет закладывать, там более триллиона, значит, долларов, то стало известно, что Москва сейчас в Думу внесла законопроект о том, что ежегодно, значит, ежегодно делать призывы на военную службу, значит, своих граждан, призывы. А это значит, имеется в виду их не на военную службу, а на войну против Украины. Вот такое положение, которое мы видим в данный момент. Как это отразится на нашей, скажем, территории оккупированной, на наш народ, мы об этом здесь тоже понимаем. Они в первую очередь через своих марионеток толкают наших людей туда, в Украину, делая всякие, значит, нажимы на семьи, на близких, а порой хватает и забирает их прямо не только, собственно говоря, это не только у нас, мы знаем, это повсюду они делают, платят им какие-то деньги, 1-2 миллиона рублей, потом, значит, вот такая ситуация складывается. Вот по этой ситуации давайте, Аслан, если есть вопросы, будем отвечать, говорить, пожалуйста. Спасибо, Аят. Друзья, напоминаю вам, вы можете задавать вопросы
и у нас стрим идет на YouTube-канале, в TikTok-канале и на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Telegram. Вы можете задавать вопросы, либо принять участие непосредственно в Telegram, либо задавать вопросы, писать здесь, и я их зачитаю. Вот некоторые на Западе эксперты, аналитики называют войну России против Украины путинской войной. Вы согласны с этим? Это путинская война или Ну, это более... Ага. думаю, что это может быть правильное название, потому что сегодня во главе этой империи Путин. Он возглавляет это движение, он направляет, и его окружение. Ну, поэтому, чтобы не называть фамилии всех, кто там вокруг него, наверное, Путин говорят, возможно, это может быть точное название, потому что, чтобы было более ясно, что и кто. Согласен с этим. Да. А вы считаете, если, например, сменить Путина на кого-нибудь другого, Россия поменяет природу своего имперства? Нет, не поменяет, потому что, то есть, если поменять, если, допустим, власть в этой стране, значит, может быть захвачена людьми, которые имеют свои политические цели, и на основе там демократической свобода личности и все такое, то да, возможно. Но сама система власти, чтобы изменить, в окружении, которое есть вот вокруг Путина, это все те же имперцы. И вообще мы знаем, что в России, в царской России, там, постсоветском, везде никто никогда там это дело не менял снизу. Они все время это меняли сверху. Да. Переходили, значит, убийства, отравления. Везде видео, даже сейчас говорят, что даже Брежнева отравили. Уж не говоря Андропова тоже. Но это может быть, конечно, и легенды, но в то же время мы не знаем, чтобы какое-то движение национально-освободительное и революционное, народное, чтобы она захватила там, власть в этой стране. Это империя, которая соткана из многих частей, территорий, частей других народов. И поэтому в этом смысле та вот конфедерация, которая могла бы быть в 93-м году, это было, в 91-м, 92-м году, который, собственно говоря, когда был Советский Союз, в 91-м и 92-м годах тогда, могли создать новую систему, союз суверенных государств. Этого они не сделали. То есть они выступили против этого движения, потому что там была идея перестройка, гласность и демократия. Вот именно против этого выступили вот эти бывшие коммунисты, Ельцин, его окружение, и те, которые сидели в некоторых других странах, эти коммунистические руководители. Те, которые смогли этот вопрос, этот момент использовать, как, допустим, чеченский народ, еще будучи в Советском Союзе, мы провели все те решения, которые соответствуют международному праву, объявили о своем государстве, будучи в составе СССР. Против нас никто не выступит, потому что мы не могли выйти из Советского Союза, какой бы мы там ни объявили, международное право не позволяет выход из Советского Союза. Но когда Советский Союз исчез, с этого момента мы уже, значит, приняли свою конституцию в международном правовом поле и создали, собственно говоря, закрепили, последнюю точку поставили в этом вопросе. В это время, когда мы это сделали, нас признала на следующий день Грузия. Это важный, очень важный момент, потому что вопрос о том, что мы в одностороннем порядке, мол, это создать свое государство, это неверно, совершенно неверно, и это говорит о том, что хотя в одностороннем порядке все эти страны тоже стали независимым государством, которое вот мы знаем сейчас. Вот такая ситуация, Аслан, в целом, в общем, если говорить. На Западе была распространена такая точка зрения, что если, например,
либерализовать экономику России, бывшего Советского Союза, демократизировать какие-нибудь там отрасли отдельные, то силовая составляющая российского государства потихонечку подтянется за ними и тоже станет демократической, либеральной и так далее. И, как мы видим, результатов не Понимаю. достигнут. Да-да. Здесь дело в том, что вопрос в том, что на Западе, при всех тех недостатках, которые есть на Западе, конечно, это не исключительно правильно, самое лучшее, там, единственное. Нет. Это сам только лучший вариант вот, демократический. Дело в том, что здесь это все обосновано и жизнится на том, что они не преследуют личности по политическим мотивам. Свобода слова, всеобщая декларация прав человека, вот свобода личности, собственно говоря. Это что? Это защита как бы человека, единства человека и личности. В нашей Конституции тоже сказано, что мы полностью, вся наша задача нашего народа и государства – это защита личности человека. Так и здесь вот, если этого не будет, защиты, скажем, личности, независимо от его убеждений политических, независимо от его нации, народности, расы, если это не будет, значит, направлено на сохранение свободы личности, то это никак не может быть таковым, чтобы сказать, что они потом подтянутся. То есть должны соблюдать Конституцию и эти принципы. Я так думаю. Это разговоры, это из фантазии. То есть и это вот Конституция, и эта основа должна крепко держаться, и власть должна этого придерживаться. Я так думаю. Спасибо. Друзья, я всех приветствую. Шумелвенак, Шавега Машуовель, Валейкум Ассалам. Всех витаю, всем шалом. Вопрос Аяду от Эда. Сейчас обострились отношения между Азербайджаном и фашистской Российской Федерацией. Как вы думаете, сейчас было бы полезно для Азербайджана признать оккупацию Ичкерии? Как вы думаете? Вы знаете, вот я как-то говорил, мы здесь в Европе встречались с некими представителями Азербайджана, разговаривали с ними, но еще мы имеем контакты, но не с самой властью, но они где-то во власти раньше были, сейчас. Они говорят, что когда этот вопрос мы поднимали, раньше поднимали, и сейчас, они говорят, что, конечно, было бы хорошо, если бы они, но они пока не решатся на это. У них есть какой-то более глобальный план, куда сегодня пока они не могут вмешиваться. Если они займутся этим вопросом, то, естественно, Россия их сразу обвинит во всем, в том и во всем. Это попытка, значит, вмешательства в внутренние дела России и все такое. Это еще во времена Алиева, когда отец был, тогда еще этот вопрос поднимался, они тогда не решались этот вопрос решать. Но посмотрим дальше, что будет. Конечно, очень это удобное было бы время, и это было бы полезно для нас, но пока что мы видим, из этого ничего не происходит. Ни там, ни в других республиках. Вы видите, они сидят каждый, как говорится, моя хата с краю, или сейчас вот думает о том, как себя сохранить. Конечно, Азербайджан сейчас делает такие громкие заявления, а помощник Песков, путинский, тот говорит, что мы не очень-то согласны с тем, что он вот хочет там базу разместить натовскую, это. Мы вот призываем, что мы должны решить этот вопрос, призываем Алиеву, чтобы он решал этот вопрос как-то иначе, обоюдно. Мы будем к этому стремиться. Такие заявления делает это путинская команда. Естественно, его люди, когда говорят, это от него исходит. Так что сейчас они не могут взять на себя, я так полагаю, они не могут взять на себя это решение. Вот решение, которое принял
скажем, Киев в 22 году. Это очень важно. Хотя здесь наши некоторые люди не хотели, чтобы нас признавали, говорили, зачем признали, это не признание, это, мол, не, ну, это рано признали. В общем, все были как-то в нашем кругу, который есть здесь на Западе, наши так называемые болельщики, в кавычках, за наш народ, вот такие делали заявления. Они утверждали, что если, скажем, принято решение о том, что незаконно оккупирована Чеченская республика Ичкерия и осуждает геноцид чеченского народа, это и есть косвенное признание нашего государства. Они не то, что не понимают, может, они понимают, но они не понимают, что в данной ситуации они говорят, действуют по факту. А когда ситуация изменится и Россия будет, как говорится, вышвырнута с территории Украины, станет и вопрос, и наш вопрос, и вопрос в Грузии, и вопрос остальных территорий, которые захватила эта империя. Поэтому здесь какие-то вот такие разговоры вести не следует, мне кажется, пока. Хотя мы приветствуем любую страну, было бы хорошо. Вот и Балтийские республики, так, страны тоже могли. Мы к ним много раз обращались, и они тоже, и еще тогда, они вот в основном за себя переживали. И, видимо, они не решались пойти на такой шаг. Так что мы должны сами, как я вот говорил и в прошлый раз, до этого, мы должны сами консолидироваться и проявлять инициативу в этом вопросе, как единая сила на Западе, да и во всем мире. Но к нам заслали туда агентов влияния из числа наших людей, из заблудшие, которые у нас введены в заблуждение, как будто они какие-то там рассказывают там небылицы, что надо вот так, вот так. На самом деле реальность мы видим. Поэтому наше движение должно быть в том, что мы должны освободить территорию нашего государства и восстановить там нашу легитимную власть, а не придумать какие-то конфедерации, Эмираты Кавказ или какие-то другие там движения, которые мы построим новое государство. Все эти разговоры о том, что они утверждают, другими словами, что наша территория якобы является частью России. А это не должно быть нами приемлемо, потому что есть решение нашего народа, и в рамках международного права мы созданы свое государство. Вот, Аслан. Мгм. Спасибо, Аят. Вот здесь как раз и Эд об этом пишет. И в прошлом стриме мы обсуждали про базу, которая, вероятно, в Занзигуре, Зангизуре, возможно, будет военная американская база установлена. И сегодня Дональд Трамп опубликовал у себя в социальной сети фрагмент выступления Ильхама Алиева на конференции, там, где вот он недавно давал. И, ну, как бы, тот Да-да. момент, где он поддерживает, Ильхам Алиев поддерживает Дональда Трампа, говорит, что осушим Вашингтонское болото, что мы ждем это и так далее, может, увидели. И вот в связи с этим, Аят, как получается, что вот Америка, для чего это делается? Для чего Америка вот Ильхама Алиева, который фактически уже много лет у власти находится, и вот о нем они говорят. Это что, как вы считаете? Чему-то серьезному готовятся? Здесь для чего он делается? Видимо, я так полагаю, что это связано с тем, что отношение сегодня Трампа к Путину. Он его сколько раз вот предупреждал, давай садись за стол переговоров, давай мирным образом это делай. А он не хочет делать и как бы, значит, надсмехается над Трампом. Весь мир уже думает, что чуть ли Трамп обвиняет его в том, что он агент Кремля, хотя мы видим, что это не так. Но многие вот так его обвиняют, и он каждый раз что-то хочет делать, а он не может. И здесь, когда, скажем, вопрос решается, и даже и армяне, и азербайджанцы, они пришли к единому мнению, что между ними вот это все строила Москва и Кремль.
Да? И потом здесь еще помогает, конечно, в этом отношении Турция, которая член НАТО. Вот в этом направлении через Турцию все это идет, скорее всего, я так думаю, не прямо имеется в виду сам Азербайджан, а через Турцию. Америка и Запад хотят, чтобы эти территории и этот Кавказ был под их дружественным, скажем, отношением, а чтобы империя там не держала и не давила. Потом еще желают, конечно, они желают, чтобы вот эта имперская Россия, эти диктаторские режимы ушли оттуда. Сегодня Трамп ведет вот такую политику, ну, скажем, экономическую, которую, конечно, мы можем в некоторых моментах не признавать, как он там делал какие-то заявления. Но заявление заявлением, нарушений он никаких в этом отношении не принял, ничего такого, значит, не сделал особо. Ну, с этими санкциями и все такое, это я понимаю. В целом он пытается как бы решить вопрос для своей страны, Америки. Он говорит, для нас, в первую очередь, Америка, они так говорят. То есть они сегодня зарабатывают на этой войне, можно сказать, так? И в то же время в мировом пространстве они пытаются влиять на ситуацию в том или ином регионе мира, не уходя. Из НАТО они не выйдут, и мы и раньше понимали, это просто были заявления, что они выйдут из НАТО. А Путин и его команда, они все больше и больше пытаются, значит, вместе со своими друзьями, в кавычках, Китай и другие страны пытаются решить проблему, значит, главенства диктаторских режимов в мире. Они против установленного порядка международного, значит, права, устава ООН. Они против этого. Они хотят, чтобы все было под ими, как в их странах тоже. Вот здесь вот такие моменты происходят. Вот такие движения, вот я, собственно говоря, и вижу. Поэтому и Трамп, видимо, эти заявления делает. В конечном итоге Трамп все равно не сможет, потому что в Америке там же система демократическая, там и Сенат, там и Конгресс, там и народ. Это не так просто. Это он делает эти заявления, конечно, да, но это все так у него, он понимает, что это может для него плохо кончиться, если он будет. И мы это видим сейчас. Вот я так думаю, Аслан. Мгм. Я знаете, почему задал этот вопрос? Я хочу понять, Баку будет больше склоняться к Турции или к Соединенным Штатам Америки? Вот что я хотел для себя Ну, понять. здесь такого раздела не будет, потому Мгм. что Баку и Турция будут вместе с Соединенными Штатами Америки. Это единая как цепочка будет, так? Ага. Я так думаю. Потому что и здесь они еще потом, и, конечно, они захотят, чтобы сюда и подсоединить и Грузию, и Армению. Естественно, и Армения этого желает, я как вижу. Здесь даже вот сейчас какая-то критика появилась в адрес Пашиняна. Они начали его там ругать, на него кричать, там я слышал, и Мгм. называть, что Пашинян это половина азербайджанец, наполовину, мол. Ну, они считают, что он предатель, я так понимаю. Мгм. Так что здесь вот это объединение может произойти. Там. А как же это все переживет Россия тогда? Это же ее Россия вотчина. как переживет, это его дело, пусть переживет. Нет, нам важно, чтобы эта Россия, вот такая Россия, чтобы она исчезла. Или чтобы она изменилась. Пусть она будет, если они хотят, эти народы, которые в составе России, пусть они изменяют эту систему власти, значит, делают там конфедерацию или что угодно, или союз какой-то равноправных народов, так, и Мгм. живут. А территории, которые они незаконно захватили, они должны освободить. И нашу территорию, и другие территории. Это деятельность вот этих вот имперских амбиций Ельцина и Путина, Медведева, вот это все, вся эта компания российская. Вот что мы видим в этом вопросе. Мгм. Спасибо, друзья. Напоминаю, у нас уже более 700 человек смотрят в YouTube. Пожалуйста, задавайте вопросы Агяду Идигову, сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, ближайшему соратнику Джахара Дудаева, стоявшего у истока
у истоков формирования нашего государства. И сейчас тут были, Зангезур — это очень важный участок, говорит Эд, границы Ирана, Азербайджана и Армении. Это переход из Турции и до Индии и Китая. Да, я понимаю. Мгм, мгм. Так, сейчас. Так, друзья, приветствую. Всем шалом, салам. Витаю. Всем привет. Друзья, сейчас я тут постараюсь найти что-нибудь. Так, Юсуф, алейкум ассалам. Так, сейчас. Героям слава ЗСУ и так далее. Так, ТикТок здесь тоже только общение мы видим, да? Мгм, мгм, мгм. Как Ичкерия освободиться от российского гнета, если у вас поддержка в Ичкерии? Ирина Бойко спрашивает. Наша территория оккупирована, а сегодня, если там поддержка, вы там в России тоже. Посмотрите, у вас есть поддержка против Путина? Это имперская держава, империя, которая всех гнетет. Даже за то, что по телефону там лайк поставил, его могут на 5, 6, 7 лет посадить. А мы знаем своих людей. Но ситуация изменится, наши люди не хотят сидеть под гнетом и не хотят быть рабами. Мы это знаем. Там есть наши люди, которые избраны нашим народом еще в 97 году на очередных выборах. И они представляют нашу власть. Их было до 5000 человек примерно. И если даже из них какая-то часть умерла и, значит, перешла на сторону империи, часть из них, эти люди там есть. И мы здесь не будем вам называть этих людей. И если бы этого не было, мы здесь бы не трудились, если бы этого не было, и мы не понимали бы, что происходит в душе нашего народа, так скажем. Мы хотим, чтобы сохранить свою республику, чтобы сохранить свои традиции, цивилизации, развиваться, а не растворяться, скажем, в составе России или другой страны, забыв все о себе, свою историю. 4-5 тысяч лет имеет история нашего народа. Мы один из древнейших народов, это известно. Поэтому в этом направлении мы и сейчас действуем. Всегда вот, начиная еще 1700 года, нас было, я повторяю это всегда, около 2 миллионов человек, а около 850 года от 2 миллионов человек нашего народа осталось только 120 тысяч человек. С тех пор, по прошествии еще 100 лет, нас еще не было миллион, скажем, в 90-м году нашего народа. Но несмотря на все это, наш народ пытался возродиться и всегда боролся, никогда не сдавался. И был один из первых в авангарде против этой империи. Когда мы в 90-м году поднимались и боролись против этой империи, никто там, значит, в Советском Союзе, так скажем, ну, в России, образно скажем, никто не поднялся, просто кроме разговоров ничего не осталось. Но я понимаю, что это было связано с тем, что вот такие жесткие законы. То есть ты бьешься не сам, допустим, а если ты где-то обнаружили тебя, бьют по твоим близким, родным, отец, мать, братья, отнимают родственников, сажают. Это очень тяжелая борьба, такая паутинная борьба, которая касается так, что если ты будешь борешься, значит, ты как бы других бы тоже втягиваешь в это болото, и их уничтожают, бьют. И ты себя чувствуешь очень и очень плохо, потому что вот такая ситуация, она как бы передается.
И люди говорят порой некоторые вещи, сегодня они говорить не могут. Но мы Мгм. знаем, что нужно изменять эту ситуацию. Мы знаем, что это надо делать. Вот в чем вопрос. Мгм. Спасибо. А, Какова причина полномасштабного нападения России на Украину, по вашему мнению? Руслан Русланов спрашивает. Но причина нападения кроется еще в 91 году, когда Беловежские пущи, когда они сказали, что мы распускаем Советский Союз, и выдвинули лозунг «разойтись, чтобы затем сойтись». Фактически там они выступили, эти трое в Беловежской пуще, они выступили против идеи Горбачева о изменении государства на основе значит, демократия, перестройки и гласности. Против этого они выступили. Они понимали, что они теряют власть сами на местах, и поэтому они выступили. И когда они развалили незаконно этот Советский Союз, скажем так, хотя сам Советский Союз тоже был создан незаконно, в данной ситуации он признан был как бы, вот когда они его развалили, они шли под лозунгом, значит, разойтись, чтобы сойтись затем. То есть фактически было сразу же после развала Советского Союза эти страны, скажем, которые образовались после развала Советского Союза, союзные республики, некоторые из них, значит, те республики, которые были как бы в составе этих республик автономные, они были Советским Союзом преобразованы в союзные республики, со статусом союзной республики. Так вот, эти республики, когда развалился Советский Союз, они, эти республики, к примеру, по РСФСР, я говорю, они Мгм. захватили фактически давлением незаконно, не дали им провести, значит, свой референдум, спросить у них, ну, в большинстве случаев не дали им это сделать, даже если кто сделал, то и против них очень давление оказывали, скажем, Башкирия, Татарстан, они вынуждены были, собственно говоря, значит, отойти от этого. Ну, по большому счету, я считаю, что они отошли, потому что там во главе сидели те же коммунисты, прежние коммунисты Советского Союза. А вот Чеченская республика, ей удалось вот это все, вот, значит, весь этот процесс пройти и создать свое государство. Вот в этом направлении мы считаем, что как бы то ни было, сегодня вот это движение, которое есть в мире, и которое есть вот, а, заключенное там разойтись, чтобы сойтись, вот этого, да, это и есть та идея, и есть то движение, которое продолжается, преступное движение против новых независимых государств из бывшего Советского, вышедших из бывшего Советского Союза. Вот в чем заключается. Это военная экспансия, запланированная Кремлем еще тогда, российским Кремлем. То есть они напали на Чеченскую республику, потом напали на Грузию, напали на Украину, они захватили до этого, значит, молдовские территории, Приднестровье. Они захватили сегодня, фактически, вы видите, вот эти другие территории, которые вышли из Советского Союза, ну, Белоруссию, я имею в виду, и оказывает сильное давление на Кавказские республики. То есть фактически после Украины очевидно, что они уже пойдут на другие территории. Мы их предупреждали. Вот в этом вся причина. Это имперская идея по возрождению, скажем, Российской Федерации, России, как они говорят, исторической России. Вот в этом вся причина. Никакой другой причины нет. То есть суть этих управленцев, которые сидят, вот такая. Вот в чем дело. Следующий вопрос. После падения режима в России, каким будет отношение Чеченской Республики к кадыровцам, которые принимают участие в этой войне против Украины? Руслан спрашивает. Но каким будет отношение к ним или к другим, те, которые
скажем, не соблюдали и не боролись, это решит, собственно говоря, суд, это решит наше законодательство. Какое решение будет, мы не можем сказать, но можем сказать, что сегодня мы не поддерживаем ту линию, которая идет. Более того, мы считаем, что это преступно, так? А решение должен принять соответствующий суд. У нас есть суд, у нас есть структуры судебной власти и другие, которые этим должны заняться, решать. Конкретно сказать, так нельзя. Спасибо. Так. Вот у нас вторая тема разговора по истории Чеченской Республики Ичкерия в 96-м, 7-м и 2007 годы. И вы тогда в Первую русско-чеченскую войну и после уже окончания, это до окончания Первой русско-чеченской войны или четвертой агрессии России против чеченской государственности, вы были председателем парламента. И не могли бы вы немного рассказать, если нет больше вопросов там в телеграм-канале, и если мы закончили эту тему, то было бы очень интересно и для чеченской молодежи, и для многих других было бы интересно узнать те события, которые российская пропаганда интерпретирует абсолютно вольно и беспардонно. Да, я вот скажу об этом. Дело в том, что у нас здесь на Западе есть некоторые движения, они вроде бы говорят, что они борются за чеченский народ, что они переживают за него, начинают критиковать. Но критику мы воспринимаем, это критика хорошо. Но должна быть какая-то логика, это должно быть как-то обосновано, а не придумать какие-то фантазии. Вот, допустим, если речь идет о том, что вот в 96-м году, после, скажем, накануне вывода российских войск с территории Чеченской Республики Ичкерия, были внесены изменения в Конституцию нашим парламентом. Вот некоторые там деятели из так называемой Чеченской демократической партии, которая не зарегистрирована у нашей власти, они где-то, это на уровне там общественного движения, это называется, они тебя так, они могут себя и называть и Вселенная. Они не являются нашими, но они там ведут такую пропаганду, что якобы, не было парламента, парламент, который не имел права, внес изменения в эту конституцию и все время утверждает, что это было, преступление, и все такое обвиняет, в первую очередь обвиняют и меня, и других наших людей, которые были депутатами тогда парламента. Так это было, нет. Этот вопрос я объяснял уже несколько раз. Они утверждают, что не было парламента, собственно говоря, один из них там, что этот парламент уже некоторые депутаты сложили свои полномочия, ушли и все такое. На самом деле, конечно, это было все не так, и эти люди находятся в большом заблуждении. Я им сказал, они могут вот прийти к нам, с ними, когда разговариваешь, они, как-то ведут себя неадекватно. Выкрики, обычные, как дилетантские высказывания, необоснованно. Я их пригласил сюда, к нам, или, на телеграм-канал наш. Давайте поговорим спокойно. Они здесь почему-то пока еще к этому решению не пришли. И утверждают, что в 96-м году, которые были внесены поправки в Конституцию Чеченской Республики, что это не должно быть, никакие изменения мы не признаем, они говорят, и все такое. Но там примечательный другой вопрос. Они могут признавать и не признавать, это их право, так? Собственно, вот это все время жвачку жевать, собственно говоря, утверждать, что один человек
это решение принял, это тоже большое заблуждение, потому что решение принимает не один человек в парламенте, а принимают, значит, люди, которые по положению о деятельности парламента принимают решения. Когда в 96 году были приняты вот эти поправки, я могу даже сейчас здесь, где они у меня были, здесь посмотреть, вот. Так, вот. Был принят закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию Чеченской Республики. Значит, и здесь их пунктов, так, раз, два, три, в 64-ю статью 2, статья 4, часть 2, статья 1. Ну, в общем, я могу зачитывать, зачитаю это, в общем. Значит, о внесении изменений и дополнений в Конституцию Чеченской Республики. Это было 11 ноября 1996 года. Так, статья 1. Внести изменения и дополнения в Конституцию Чеченской Республики. Статья 4, часть 2. Исключить. Статья 4, часть 6. Изложить в следующей редакции. Ислам является государственной религией Чеченской Республики. В республике каждому гарантируется уважение его взглядов и верований, а также свободное управление религиозных культов. В статье 61 пункт 1 после слова «парламент» записать слово «президент». В статье 64 пункт 2 слово «членов парламента» записать слово «президент». В статье 70 внести изменения, исключив слово «не моложе 35 лет». Статья 2. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 11 ноября 1996 года. Это один закон, так? То есть, которые внесли в состав, изменения в состав Конституции. Кроме этого, значит, эти люди, которые вот постоянно эти вопросы поднимают, вот, к примеру, эти или другие, они забывают или пытаются, о другом они не говорят. О другом они не говорят. А наши люди должны понимать, что в Конституции тогда изменение было внесен еще один закон. Это Конституционный закон Чеченской Республики о защите государственного суверенитета и независимости, в котором сказано следующее. Учитывая, что руководство России все еще не отказалось от посягательств на государственный суверенитет и независимость Чеченской Республики, чтя память миллионов жертв многовековой российской агрессии против чеченского народа, в особенности российской агрессии с 94 по 96 годы, констатируя всенародную защиту Конституции, государственный суверенитет и независимость Чеченской Республики в Отечественной войне против российских захватчиков 94 по 96 годы, сознавая высокую ответственность перед будущими поколениями чеченского народа, как первый парламент, восстановлен в 1991 году независимого чеченского государства, утвердивший указ первого президента Чеченской Республики Джохара Дудаева о государственном суверенитете Чеченской Республики и принявший Конституцию независимого чеченского государства. Выражая волю Чеченской Республики в создании дополнительных правовых гарантий незыблемости государственного суверенитета и независимости, парламент Чеченской Республики принимает настоящий закон. Первая статья. Государственный суверенитет и независимость Чеченской Республики неделимы и неизъявимы и не могут быть предметом обсуждения и переговоров с другими государствами, включая и Россию. Статья 2. Совершение или попытки совершить любыми должностными лицами Чеченской Республики действий, противоречащих статье 1 настоящего закона, является тягчайшим преступлением против народа Чеченской Республики и влекут ответственность по законам Чеченской Республики. Это было принято 3 февраля 1997 года. Вот про этот закон эти люди не говорят. Они зациклились на том, потому что на том, чтобы говорить всякие другие вещи, и изменения, которые внесены в нашу Конституцию тогда,
в том числе и что ислам является государственной религией, при том, что в нашей Конституции, вот я скажу, сохраняются все те, значит, принципы демократического правового государства. Статья 1 не изменяется, и там говорит суверен, независимый от правового государства, созданного в результате самоопределения чеченского народа. И статья 4, 5. Чеченская республика, государство религии является ислам. В республике каждому гарантируется уважение его взглядов и верований, а также свободное оправление религиозных культов. Далее, наряду с этим говорится, в том, что, смотрите, права граждан неотделимы от их обязанностей. Граждане свободно действуют в соответствии со своими правами и обязанностями. Он не должен при этом нарушать права и законные интересы других граждан, наносить ущерб государственной, общественной безопасности, правопорядку и нравственным устоям общества. То есть 20 статья говорит, независимо от того, какую ты религию принимаешь, ты должен строго следовать Конституции и закону. Статья 21 говорит, все граждане Чеченской Республики равны перед законом и судом, имеют равное право на защиту и независимо от национальности, независимо от расы, социального происхождения, пола, языка и отношения религии, места жительства, рода занятий, имущества, положения, политических и иных убеждений, партийной принадлежности и других обстоятельств. Дальше. Равноправие граждан обеспечивается во всех областях государственной и общественной жизни. Привилегии отдельных социальных слоев, групп населения, отдельных лиц, а также дискриминации граждан по любым мотивам противоречит социальной справедливости и подлежит устранению на основе закона. Дальше. Статья 43. Свобода совести гарантирована. Граждане Чеченской Республики имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, исполнять религиозный обряд, вести любую другую, не противоречащую закону религиозной деятельности. Никто не может быть следующим. Никто не может быть освобожден от своих обязанностей по отношению к государству или отказаться исполнять законов по мотивам религиозных убеждений. Статья 50. Дальше. Если несение воинской службы противоречит религиозным убеждениям гражданина, оно может быть заменено выполнением альтернативных гражданских обязанностей. Порядок и условия такой замены устанавливаются законом. Статья 50, часть 2. Говорится, никто не может быть подвергнут преследованию за свои убеждения. Запрещаются публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя, либо к его изменению способом, противоречащим Конституции Чеченской Республики, терроризму, разжиганию социальной, классовой, национальной и религиозной вражды, оскорблению чести и достоинства граждан. То есть мы из этого, что вот я зачитал эти статьи, видим, что как и в западных странах, так, как и в других странах мира, в нашу Конституцию было внесено, значит, поправка была внесена тогда, после вот окончания этой войны, что ислам является государственной религией, но фактически ни один закон, ни один факт о том, что религиозные структуры были, значит, в составе нашей власти, этого не было. Никакого закона, никакого, значит, изменения в Конституции нет о том, что религиозные структуры власти входили, скажем, в нашу исполнительную и законодательную власть. Этого нет. И поэтому я что-то полагаю, что здесь вопрос в том, что люди, которые вот поднимают эти вопросы, они это поднимают, потому что, видимо, они утверждают, что, оказывается, все это сделал парламент первый, так? Потом они говорят, что этого парламента не было, что его как будто бы, значит, президент Дудаев его разогнал, его больше не было,
а вы, мол, потом собрались и взяли, вот несли вот эти изменения в Конституцию. И потом они утверждают, что якобы из первого парламента некоторые депутаты, некоторое количество депутатов не назвали они, что якобы они, значит, сами сложили свои полномочия и ушли. Такого вообще факта не было. Я был тогда председатель парламента, никакого факта о том, что эти люди даже не было. И они хотят сказать, что наш парламент первого его не было. На самом деле наш парламент был. На самом деле наш парламент утверждал, значит, и решение после гибели президента Жохара Дудаева утверждал своим постановлением и становление на должность вице-президента то есть Яндарбиева Зелимхана. После этого в ходе всей вот этой войны с 94 по 96 годы наш парламент действовал, собирался в разных местах, подпольно, правда, потому что на территории была большая часть занята, да, принимал решения, законы, это было. Теперь утверждать о том, что этого не было, что это было все придумано, эти люди, которые этим занимаются, мы можем взглянуть на их деятельность. Вот посмотрите, вот этот закон, конституционный закон, который я вот прочитал вам, как касается этот закон их. Нет, здесь вот я приведу другой еще пример. Вот скажу вам о том, что вот по религиозной части. Демократические страны и государства западные, в таких странах, как Великобритания, там государство религии или официальное англиканство, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, лютеранство, Испания, Парагвай, католицизм, Греция, православие. Существует и в других странах. То есть, таким образом, независимо от того, было принято это изменение или нет, значит, это не играет никакой роли, потому что религиозные структуры или религиозные движения не были введены, значит, управление государством. Нигде. У нас не было и в этих странах тоже. Это отдается дань свободы вероисповедания. А если в этой стране, скажем, большинство населения, 95% проживает мусульмане, это отдается дань им. Но это не означает, что остальные, скажем, религиозные движения, будь то оно христианское, иудейское, любое, что они будут в какой-то мере ущемлены. Вот что я хочу сказать по этому вопросу. По другому вопросу о том, что вот они утверждают, что не было, скажем, парламента, его разогнали, все такое. Это тоже неправда. Потому что когда в 93 году, мы должны знать это, в январе месяце, то ли 13-го, ну, до первой части месяца, значит, было такое вот решение, которое, вот мне здесь звонят, извините, но я исключаю их, так было такое, наше руководство нашего парламента, первого парламента, это председатель парламента, первый заместитель председателя парламента, председатель комитета иностранных дел, и они поехали в Москву, там встречались с какими-то деятелями российскими, когда вернулись, где-то вот в пределах 13 или 15 января 93 года, эти люди приняли вице-премьера Шахрая, с ним Абдулатипов, этот член Верховного Совета, один из лидеров там тоже, так, еще каких-то 2 депутата, и они в парламенте, в кабинете у председателя парламента, тайно от нашего парламента, за спиной от членов парламента подписали так называемый, значит, акт, то есть протокол о разграничении полномочий между Российской Федерацией и Чеченской Республикой.
Многие не понимают, может быть, некоторые люди просто не понимают, что это такое. Шла речь о том, что они подписали, они намеревались, значит, сказать, что территория Чечни является частью России, и что потом нужно это дело дальше продолжить, и, значит, мы должны войти в состав России. Как это могло быть в 1993 году, когда мы создали свое государство еще до создания этой Российской Федерации России и приняли свою конституцию, которая, вот я вам сказал, суверенное, независимое правовое государство на основе воли народов, которое было, значит, проявлено в 90-м году 25 ноября. Это референдум традиционной декларации. Так, и эти люди совершили такое. После этого это была вся провокация со стороны, скажем, кремлевских агентов тогда, и они даже сумели этих людей, которые я сказал вам, как значит, убедить или в чем-то их обмануть. И они оказались вот в такой ситуации, и в тот день, 17 апреля 1993 года, когда президент Чеченской Республики Джудаев вышел на площадь и зачитал указ о приостановлении деятельности парламента, то на следующий день собрался весь парламент, и мы однозначно все проголосовали отменить указ президента незаконный, потому что он не имел никакого права на это, этой силы не имел, и этот указ был отменен президентом. А дальше события произошли такие. Значит, эти люди, которые участвовали в вот этих переговорах с русскими, Шахраем, Абдул-Латиф Сим, они, значит, подняли там же в парламенте вопрос о том, что необходимо сейчас отстранить от должности президента Дудаева. И вот они пытались поставить этот вопрос на голосование. Но для того, чтобы этот вопрос присутствии, допустим, кворума, значит, не был решен, я и в числе 12 человек, я был тогда заместителем председателя парламента, и я не был в курсе этих всех дел, которые они там раскручивали. И я там выступил и сказал, что это нельзя делать, потому что получится, с одной стороны, президент как бы приостановил деятельность парламента, а с другой стороны, приостановил парламент, значит, освободил президента. То есть мы как бы становимся обезглавлены. Это значит, мы, значит, делаем все, что полезно сегодня нашему врагу Кремлю. И тогда мы, 12 человек, депутатов, вышли из зала заседания парламента, и у оставшихся людей не было кворума для того, чтобы принимать решения. Но несмотря на это, что у них не было кворума, ничего, они начали, потому что они начали все это творить, там, писать, выпускать какие-то документы. Потом они перебрались в городское собрание, отступнику нашего государства, так называемого мэра Гантимирова, и там у них сидели. То есть они там писали какие-то законы, какие-то решения принимали, потом Россия стала их полностью принимать, что они законы и все такое. Но тогда вот как раз и возник вот этот противоречие с городским собранием, их вот эти прорусскими, и там пролилась кровь. И этот процесс длился, вот скажем, с апреля по июль месяц 1993 года. И те, которые были обманным путем туда заманены, туда, так вот, в городское собрание, ушли из парламента и там оставались, которые не решались, потому что многие не понимали, что происходит. И вот когда оставшиеся, мы 12 человек работали и делали все для того, чтобы разъяснить им ситуацию, и потом эти люди вернулись, и парламент, за исключением 5 или 4-5 человек, которые были организаторы вот так называемого вот этого преступного решения, так, кроме их, вернулись, и парламент продолжил свою работу, действовать и работал.
А здесь я объяснял этим людям, вот, которые сейчас говорил Асан ЧДП, Мгм. что этого не было. Они говорят, нет, они положили свои полномочия. Никто никакой ничего не уходил, это неправда. Этого не было. Парламент продолжил свою работу. Это был 93-й год, июль месяц, так? Дату сейчас не помню точно. И, значит, мы потом после этого провели, значит, выборы в парламенте в связи с этим событием. И парламент избрал новое руководство. Я был тогда избран председателем парламента Чеченской Республики. И затем, после этого мы действовали, парламент действовал в полной его мере. И, значит, пытались решать вопросы, чтобы в нашу среду не проникали российские агенты влияния. Вот это вот как раз с чем мы столкнулись тогда. Теперь вот эти люди, которые не знают, что происходит, находясь вот в таком заблуждении, вот такие вот распространяют слухи. И потом, когда в 94 году началась уже четвертая агрессия против нашего государства, в ходе всей этой войны наш парламент время от времени в подполье встречались то в одном, то в другом месте и работали. Парламент – это постоянно действующий орган, это прямо записано в Конституции. И он, значит, принимает решения, его решения важны для нашего народа. У нас фактически вот такая была работа. И в 96 году, вот, который я зачитал документы, вот эти документы, и выступать против этого, и говорить, что это решал один человек, это неправда. Тому есть доказательства, есть видео и другие съемки, есть документы, есть фотографии, где видно, что парламент заседал. Это было тогда в здании медицинского училища, в их актовом зале, потому что наш парламент был тогда разбомблен, и мы не могли, конечно, да, куда-то войти. Это ясно было тогда. Вот такие события были. И теперь, когда вот это делает заявление, я начинаю смотреть на тех, что же, почему они вот этот закон значит, конституционный закон Чеченской Республики, который был 3 февраля 1997 года принят. Я смотрю, что мы знаем с вами, что в 2007 году, значит, здесь вот команда, которая находится на Западе, самозванцев, собственно говоря, которые мы до этого вот говорили, которые принимали решения в Швейцарии, в Лихтенштейне, а потом они принимали решение в Копенгагене, резолюцию, из которого следовало, что мы есть часть России. Вот эти люди при действующем президенте Доку Умарова еще в 2007 году обвинили, значит, в том, что этот президент совершил государственное преступление, он создал якобы, значит, незаконное, значит, правительство, получил от Кремля $500 миллиарда и продал нашу страну. Вот такие были обвинения в адрес, скажем, президента. Со Да, да. стороны президента есть... Что? Не понял это. Да, говорю. Значит, вот были адрес президента Умарова Докки. Да. Значит, мы следуем строго, члены депутата, и я в том числе следую строго этой позиции, соблюдать строго в рамках нашей Конституции. Говорили, если это он сделал, покажите, где этот документ, обоснуйте это. У них этого не было. Они все время, значит, уходили от этого вопроса, где они встречались. Они не давали места, где они встречаются. Я лично пытался, значит, с ними встретиться и поехать туда. Они мне не давали точного адреса, где они там встречаются. И вот с этим обвинением 6 ноября 2007 года они приняли решение о том, что президент самоустранился и вот совершил вот эти действия, и что они берут на себя, значит, полномочия власти, что
несколько человек, 5, 6 или 7 человек, которые не являются парламентом, от имени всего парламента там пишут они постановление, в котором, значит, говорят, что они теперь власть. Так называемый председатель парламента Сараляпов, который никогда не избирался председателем парламента, и, значит, его там несколько человек, которые были с ними, теперь они все от этого отказываются, и, значит, они после этого публикуются это на Чечен Пресс, на государственном сайте. Закаев захватил этот сайт и пользовался им, кого хотел назначал, кого хотел, значит, убирал. Он мне, я уже говорил, позвонил и просил меня, говорил, что он может сделать из меня председатель парламента. Я, конечно, с ним не согласился в грубой форме, сказал, что это нельзя делать. И тогда они пошли вот таким путем и совершили вот попытку захвата государственной власти и с тех пор объявили себя, значит, властью, скажем, Чеченской Республики в зарубежье. Этот стал, как бы, значит, председатель парламента, главой государства, по их разумению, а Закаев стал председатель кабинета министров. В нашей Конституции председатель кабинета министров такой должности нет. Кабинет министров по нашей Конституции возглавляет президент. Они в этом отношении тоже были, значит, некомпетентны. Так? И вот эти люди, о которых сейчас я говорю, и вот занимаются вот этими делами, вот эти, назвал их там, один там Ибрагим и другие их руководства этой так называемой партии, которые ведут это. Они находятся в большом заблуждении, те, которые находятся в их команде. По крайней мере, эти активисты и их руководство, это так называемые общественные организации, так? Это общественные организации, не более. Вот они как раз-таки были участники вот этого, значит, процесса и участвовали в этой кампании с, скажем, заказ кампании по захвату государственной власти. Они непосредственно участвовали. А их фамилии там обозначены, в их документах они все обозначены, они там есть. И теперь по прошествии с 2007 года они, значит, в 2017 году, то есть они тогда выступили как будто бы против Док Умарова, кстати, который тоже после 2007 года, после того, когда они это все совершили, это преступление, заказ компания, они, значит, через месяц лишним, в декабре 2007 года, президент Док Умаров уже не в роли президента, а в роли частного лица объявил, что он амир Эмирата Кавказ и что создается Эмират Кавказ. Это тоже было грубейшее нарушение, антиконституционное. Так? И теперь заказ компания, вот эта вся, которая выступала против, скажем, вот этого религиозного движения, как будто бы, да, но который еще не успел тот сделать, а эти уже себя обозначили. И вот когда, значит, прошло 10 лет, вдруг эта заказ компания заявляет, что они переходят на какую-то конституцию, которая якобы им решения все будут приниматься на основе Корана и Сунны. То есть они отходят от нашей государственной. Это как раз-таки еще один ход под захвату, попытку изменения конституционного строя. Вот эти люди как раз-таки в этом процессе, которые там со мной общались, и еще другие, они в этом процессе сами учатся. Они, то есть, другими словами, они являются, значит, участниками государственного периода захвата власти Чеченской Республики Ичкерия. И сейчас здесь нас, понимая того или не понимая, вот это все мутит. Поэтому я их признал, откажитесь от этого, давайте разберемся, если вы не понимаете. Они не хотят понимать. Вот такая ситуация, и этот конституционный закон прямо говорит, смотрите, государство, я зачитаю еще раз, вот говорится, государственный суверенитет и независимость Чеченской Республики неделимы, незыблемы и не могут быть предметом обсуждения и переговоров с другими государствами, включая Россию. Так,
Совершение или попытка совершить любым должностным лицам Чеченской Республики действий противоречит статье 1 настоящего закона не является тягчайшим преступлением против чеченского народа и республики и влекут ответственность по закону Чеченской Республики. Вот они как раз-таки по этому закону и по закону 2, 3 Конституции являются прямыми нарушителями, отступники, участники вот этого путча или захвата государственной власти нашей республики. Вот с чем мы столкнулись в этом вопросе. Конечно, эти вопросы можно это подетально, это мы вложим, я дам тебе, Аслан, туда внизу все это можно вложить, пусть посмотрят люди. Мгм. Так что вот такая ситуация, об этом я хотел сказать им, хватит заниматься вот этими делами, которые вы практически где-то на слуху принимаете и говорят эти вещи. Надо каждое из, допустим, сказанного вами дело, когда вы имеете речь, ведете речь о нашей государственности, подтверждать документами, обоснованием, соответствии с Конституцией и международным правом, в принципе-то. Этого у вас нет, у вас только одни домыслы и какие-то фантазии. А может быть, это и дилетантство. Вот что я хотел сказать, Аслан, по этому. Спасибо, спасибо. Друзья, если есть вопросы на тему, которую мы сейчас Аят обсуждал, пожалуйста, задавайте вопросы. Здесь Сергей Вечный, возвращаясь в ЧССР, правда, задает такой комментарий. Аят, во время революции в Чечне, то есть, когда Советский Союз разваливался, наверное, имеет в виду, когда страной правил Дудаев, произошел инцидент. Был выброшен из окна человек, депутат парламента ЧССР, который был русским. Аят, был ли Джохар Дудаев тогда правителем, как здесь его обозначили? И что случилось с Куценко? Это кто там задает вопрос? Это Сергей Вечный. Сергей Вот Вечный. Сергей Вечный, вы вечно будете эти вещи поднимать и мусолить. Если это было заседание Верховного Совета Ага. Чечено-Ингушской Республики, когда, значит, руководство Верховного Совета Республики поехало в Москву, и там, значит, участвовало по реализации декларации, которая была принята чеченским народом и Верховным Советом, по изменению, значит, структуры власти Советского Союза. И вот эта компания, в том числе и Куценко, они уехали в Москву там и должны были там, значит, подписать новый союз договор. Но когда там случился путч, эта команда в Москве перешла на сторону путчистов. То есть тех, кто, значит, тогда совершил путч, помните, в Москве, 19 августа 1991 года. Вот тогда, когда они вернулись, там состоялось заседание Верховного Совета, вот тогда народ вышел и просто за предательство вот этой, значит, референдума чеченского народа, за предательство своей резолюции, они приняли свою резолюцию, тоже в соответствии с этой референдумом, так? И они предали это, и от них требовали, чтобы они как предатели значит, ушли, как говорится, с лона власти. И вот тогда там произошли какие-то движения, тогда ни Джохару, да, никто не был во власти, они были членами исполком ОКЧН, Общенационального конгресса чеченского народа, и в этом здании находились эти все депутаты, более 300 человек было, насколько мне известно. И тогда каждый из них там пытался где-то выбраться, уйти. Народ был возмущен. И этот человек, Куценко, он был мэром города, там, первым секретарем горкомитета партийного. Он пытался с козырька, значит, по тайной двери спрыгнуть, и там неудачно упал, и потом после этого, значит, он умер. И теперь это пытаются это ничего нет, там не только он, там и другие люди, там были вот такие столкновения.
Это вот каждый день выйти в Москве и к другом. Это по всей стране такое шло. Сейчас этот пришивать, это обвинение здесь не стоит, потому что это и не играет никакой роли в этом плане. Правда, было жаль, что этот человек вот так вот погиб. Но более ничего. Вот что отвечу сам. Мгм. Спасибо, Аят. Спасибо. Что конкретно вот здесь Саган Мастер, он вначале писал, хочет узнать о планах. Можно услышать вашу основную концепцию? Что конкретно вы предлагаете, говорит Саган Мастер? Цыган мастер или цаган мастер? Или Саган, точнее по-английски Саган, если читать. Но если вы хотите Так. знать, что мы конкретно предлагаем, мы здесь выставим, давай выставим внизу там ссылку на наш сайт Чечен Government и в Фейсбуке и другие выставим. Пожалуйста, почитайте, у нас есть это. Ну а если коротко сказать, мы что предлагаем? Мы не то, что предлагаем, мы боремся за, значит, опровержение клеветы, который на нас навесил Кремль, имперский Кремль, утверждая, что мы не создавали своего государства, что наш народ не народ, а какие-то племена, что все, что было создано, это исламский терроризм и бандит, это все нам навешали. В соответствии нашей Конституции, я вам зачитывал, по-моему, сейчас, если не ошибаюсь, что все решения, которые противоречат нашей Конституции, основам нашего государства, кем бы они ни принимались, они не имеют силы с момента их принятия Принятие? не применять судом, не иначе обязывать граждан. То есть все отступные вещи, которые приняты, не воспринимаются. Поэтому мы здесь не будем об этом говорить. Наша задача в том, чтобы освободить нашу территорию от оккупантов и восстановить нашу легитимную власть суверенного и независимого демократического правового государства Чеченской Республики. Теперь она называется Чеченская Республика Ичкерия. Вот это, и вот вокруг этого, вот этих вот принципов, которые я назвал, все входит в этот круг. Все только за пределы этого ничего не будет входить. Вот о чем вот это вот Цагану я отвечаю. Спасибо. Спасибо, Аят. Так. Читаю комментарии. Здесь все друг с другом ругаются. И это хорошо, что здесь наши сторонники бьют наших противников в чате. Так. Ну, вместе... Вопрос риторический, ну, зачитаю вот Сергея Вечного. Я хотел бы узнать, почему вы не можете вернуться в Чечению и работать вместе с чеченским народом на благо республики. Ведь война не может продолжаться бесконечно, говорит Сережа. Сереж, да ничего не понимаешь. Как мы можем вернуться туда, когда эту территорию захватил Кремль военным путем, убил более 250 тысяч наших людей, 20 тысяч наших женщин, детей, молодых людей по разным тюрьмам, уже сколько, 20-25 лет, сидят, и они там их убивают, так? И наша территория, власть фактически на территории власть управляет Кремль. И мы не можем сидеть там, какую там можно вести работу, они просто восстановили вот это все разрушенное, так? И каждый человек в этой территории не может свободно, ну, как сказать, передвигаться не только там, но и по всей, скажем, России. Мы же знаем об этом. И что за вопрос ты задаешь, Сережа? Сереженька. Глупый вопрос. Ну, да, здесь есть такие... Мы боремся за то, чтобы на международном арене мир понял, что то, что навесили на нас, оно также навешивается и на другие народы бывшего Советского Союза, и, скажем,
я сейчас говорю только о Российской Федерации, России, так, оно навешивается и обманывается сильной пропагандой, обманывается и русский народ. Русский народ вообще здесь затюкан, по большому счету. Мы же Да. видим это. Поэтому мы говорим, какая свобода у вас, Сережа? Если не агент российской спецслужб, какая у тебя свобода? Попробуй напиши в своем Твиттере или в твоем, значит, где-то там что-нибудь против Кремля, 2 слова. И посмотрим завтра, откуда ты будешь говорить. Да, да, какая свобода. Да. Так. Аят, как ты думаешь, ключ от зла русизма, о котором говорил Джохар Дудаев, я думаю, может быть признание независимости Чеченской Республики Ичкерия. Хотелось бы услышать твое компетентное мнение по этому. Спасибо вам за Мамад. вопрос. Меня часто здесь задают вопрос. Здесь считают, что нам нужно признание независимости. Вопрос в том, что мы свое государство воссоздали в рамках международного права, воссоздали при развале, значит, еще до развала Советского Союза, но мы не могли выйти из Советского Союза, потому что разрешение нужно было получить от власти СССР. Вот как СССР Горбачев дал разрешение выйти из Советского Союза 3 Балтийским республикам, так и остальным. Горбачев не давал это разрешение остальным, но в связи с тем, что исчез сам Советский Союз, его развалили, то все эти республики, которые оставались, 32 республики, имели право на свою государственность. И наш народ, который вот эти все атрибуты своего государства, значит, создал, принял решение, и потом еще принял свою конституцию в международном правовом поле 12 марта 1992 года. А 13 марта, на следующий день, Грузия признала нашу государственность. То есть мы в этом плане свое государство имели, и против нашего независимого государства было организовано 5 агрессий незаконных. Этим преступным режимом, который преступен против нашего народа, государства, и против тех республик, которые они втянули незаконно в состав Российской Федерации, России нынешней. Почему они незаконно? Потому что, выйдя из Советского Союза, они имели право создать свое государство, эти все республики, я имею в виду Чувашия, Татарстан, Якутия, все республики, которые сегодня якобы являются частью России. Они фактически, они их втянули. Как они втянули? Там у них в руководстве оставались еще те же коммунисты. Они после развала Советского Союза должны были принять свои решения, какой путь они избирают. А у них, не спросив этого, Кремль и сидящие на местах коммунисты подписали 31 марта 1992 года так называемый федеративный договор и якобы создали эту страну новую. Здесь они говорят, вот они такие-сякие, они вот, мол, это, мол, продолжение России. Это не продолжение России, это другая страна. Другое дело, что там сидят эти имперцы. Они сидели и в царской России, и в Советском Союзе, и сейчас они сидят там, это имперцы. Это имперцы сидят в этой уже другой стране. И эта страна создана незаконно. Их конституция незаконна. То есть мы это все знаем. Вот этот вопрос, вот я отвечаю на этот вопрос, и говорит о том, что мы, ну как он сказал там, не могут приехать, или как у него там было, что он говорил там. Так, сейчас я найду этот вопрос. Сейчас минутку, хватит. Они засоряют. Речь о вопросе Мухаммада, да? Почему на то, что Дудаев, как ты думаешь, ключ от зла русизма, который говорил Дудаев,
о Ну, признании понял. Ичкерии. Я признание наше государство, ведь именно Кремль делал все для того, чтобы наша страна не была признана, она имела свои экономические и политические связи по всему миру и противодействовал нашей стране и нашему народу. А мы боремся за это. Вот и все. Мгм. Баркалаят. Тот же вопрос еще, от Мухаммада. Как сложилось так, вопрос Аяду, как сложилось так, что у власти ЧРИ оказались такие личности, как Гириханов, Турлов, Удугов, Закаев, Сосламбеков, сомнительные личности, неужели не был никакой цензор? Но что сказать, тогда, ну, мы тогда же мы не видели этого. Нет, Тогда же вроде мы не не знали. было. Да. Когда этот Степашин, помните, он был тогда, значит, возглавлял ФСБ, когда их в 96 году изгнали с нашей территории, он там сел и заявил, если вы помните, ничего, там у нас в Чечне есть 120 тысяч агентов. Представляете? А я, когда вот был прием передачи здания КГБ, я это говорил уже несколько раз, был в этой компании, которая по приему передачи инвентаризация. И вот там мы наткнулись на эту, значит, картотеку, как библиотеку, и поднимали по каждому району по фамилии. И там обнаружили, что там огромная картотека была, те, которые доносили власти, именно доносили. Это были люди разного, значит, с разных слоев. И во власти, и такие рядовые, и это шло еще начиная с царской России. Вот что это было. Вот такая ситуация была. Ясно. Ну, мы, в принципе, я думаю, на этом можем закончить сегодняшний наш стрим. Если вам есть что сказать, Аят, или какие-нибудь Нет, еще я вот вопросы. сказал, что я вот думаю, что было, и все, что мы говорим, это обоснованно, и ничего мы не говорим, не придумаем. Мы говорим для того, чтобы люди знали и не заблуждались в вот этой пропаганде, которую ведут эти агенты влияния, которые сегодня здесь на Западе называют себя властью Чеченской Республики. Никакие они не власть Чеченской Республики, это самозванцы, Закай и все его окружение. И, наверное, большая часть этого окружения – это люди, которые не понимают, что происходит. Но настанет время, когда они поймут это, будем надеяться и на это. Ну, у меня все тогда, Аслан. Спасибо, Аят, спасибо вам большое. Спасибо всем, кто смотрит, поддерживает. Друзья, давайте активно. Баркал. Все, всем спасибо тоже. Всего самого хорошего. И давайте, друзья, активно продвигать правду. Следующий стрим с Аядом Идиговым будет у нас в субботу, да, на русском языке, хотя и сегодняшний был на русском фактически. Поэтому в это же время приходите, не пропадайте. И с Днем чеченского блогера вас всех поздравляю. Адекюэль Все, Машхар. хорошо. До свидания. Баркал. До свидания.